Ну что, с 1 июля снова подорожали тарифы на ЖКХ, и снова вопросы: откуда, за что? Слушай, не говори, да, вот в очередной раз достаешь из почтового ящика вот эту вот квитанцию, пытаешься там разобраться в этих цифрах, там, графах, и вот я четко понимаю, что где-то меня в смысле обманывают, да, и, ну, вот это очень неприятные чувства. Ну, а ты ходил, разбирался? Когда, там же без пол-литра не разберешься, там, когда этим заниматься, дел по горло, текучка. Нет, с этим я с тобой согласна. Еще ходить, воевать с кем-то после рабочего дня, но я восхищаюсь людьми, которые ходят, доказывают, что нас обворовывают, возвращают миллионы. Слушай, действительно, ими можно восхищаться, этих людей мало, но они есть. Вот это вот неразбериха и бардак в ЖКХ, да, на самом деле, это для коммерсантов самый цимус. Они вот в этой мутной воде и зарабатывают свои деньги, большие деньги. Ну, а нам с тобой что делать? Ну, ни в коем случае руки не опускать, конечно, пытаться в этом как-то найти истину, разобраться. Окей, с чего начать? Ну, вот давай попытаемся сегодня об этом поговорить. Хорошо, давай. Жилищно-коммунальное хозяйство – одна из тем, на которую можно говорить бесконечно, и которая касается всех. Наряду с дорогами и мусором она стабильно входит в тройку самых горячих среди обращений граждан. Даже по официальной статистике россияне тратят на коммунальные услуги от 15% до почти половины семейного бюджета. И эта плата постоянно растет. С 1 июля тарифы на коммуналку в стране опять подорожали. И это не последний раз в этом году. Мы с Алсу Сликаевой, нашими гостями в студии, обсудим это сегодня в «Честно говоря». Жители республики поэтапно переводят на прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями. Вроде бы здравая идея. Теперь не управляющая компания собирает деньги, перечисляя их потом ресурсникам, а жители напрямую платят за тепло, свет и воду. Но на деле всплыли серьезные недоработки, которые снова рублем бьют по карману людей. Посмотрим сюжет. Долг в 20 тысяч рублей в квитанции за коммунальные услуги стал для Татьяны Безруковой неприятным сюрпризом. Женщина живет за рубежом, но все счета оплачивает вовремя, онлайн. Квартира пустует, показания на счетчиках нулевые. У меня все автоплатежи подключены, все стабильная была сумма. А сейчас какой-то долг очень большой. Больше 20 тысяч. В управляющей компании разводят руками. С недавних пор вся оплата за тепло, воду, газ и свет идет напрямую поставщикам. К ним и вопросы. Татьяна удивлена. Ее никто не уведомил, никаких дополнительных договоров она не подписывала. Оказывается, по новым правилам для перехода на прямые договоры с ресурсоснабжающими компаниями оформлять эти отношения заново не нужно. Если есть жилплощадь и к этой жилплощади подведены свет и тепло, то это уже подразумевает заключение договора. Здравствуйте. Документы. Ваш вопрос. В отделении Баш-РТС Татьяна выяснила, что ее деньги, заплаченные за отопление, до компании не дошли. Скорее всего, остались на счете управляющей организации. А долг за горячую воду образовался, потому что женщина не оповестила Баш-РТС о данных своего индивидуального счетчика, и ей начислили по нормативу. Вам будет сделан перерасчет, как только вы передадите свои показания в счете. Управляющие компании, в свою очередь, относятся к нововведению без восторга. Строка общедомовых нужд остается висеть над ними дамокловым мечом. А вот возможность проверять своих жильцов они потеряли. Когда договора были через нас, мы содержали и пока еще содержим абонентскую группу. То есть раз в полгода обходим мы приборы учета квартиры на правильность передачи показаний, на нарушение пломб. Значит, в большинстве установили антимагнитные пломбы. То есть были случаи вмешательства, находим магниты, переводим нормативы. Сейчас у нас это право уходит к ресурсникам. И получается, ОДН остаются на нас, а вмешаться мы не можем. Тех, кто платит регулярно за коммунальные услуги, по официальным данным в республике 98%. Выигрыши от перехода на прямые договоры с поставщиками воды, тепла и света они пока не почувствовали. Да как их почувствуешь, если такая неразбериха с расчетами и квитанциями? Специалисты уверены, в России используется неэффективная, непрозрачная система тарифообразования. Отсюда недовольство населения, недостаток инвестиций в ЖКХ и рост неплатежей.
Ресурсоснабжающие организации, монополисты на этом рынке закладывают в тарифы все свои затраты. И все за счет обычных потребителей. Как контролировать их аппетиты и на чем мы можем сэкономить? Об этом давайте поговорим сегодня с нашими гостями. Итак, Павел Качкаев, заместитель председателя Комитета Госдумы Российской Федерации по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, Наталья Бабакирова, руководитель общественной организации по защите прав потребителей, и Динар Дияров, заместитель председателя Государственного комитета РБ по жилищному и строительному надзору. Итак, в марте этого года глава Федеральной антимонопольной службы Артемьев, не последний человек в государственной вертикали, сказал, что россияне по большинству позиций переплачивают за жилищно-коммунальные услуги более 100% их себестоимости. А в большинстве регионов тарифы ЖКХ завышены. Я цитирую. И все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, не доплачиваем этим коммунальным монстрам, это все чушь собачья. Мы давно им все переплачиваем. Они на это дело содержат различного рода рестораны, дома отдыха для себя, охотничьи заимки, сказал Артемьев. Павел Юрьевич, вот вы его лично знаете, да, Артемьева, вы с ним согласны? Ну, мы даже на комитете рассматривали этот вопрос. Именно вот это заявление. Это заявление? Мы собрали экстренный комитет. Был зам Артемьева, самого Артемьева не было. Но был его заместитель с целой командой. Ну, заявить может что угодно, но вообще вот это революционное, конечно, заявление. Ну, оно произвело эффект разорвавшейся бомбы. Ну, да, эффект произвело, но у нас такая огромная страна, что если брать, допустим, температурный режим или температуру, которая сегодня в Сочи, и брать тот же самый Ямал, где снег еще падает до сих пор, то разница есть большая, и от этого очень многое зависит. И тарифы зависят, и плата, самое главное, плата зависит. Но все-таки какое-то зерно в его высказывании есть. Зерно есть, зерно есть. Мы говорим уже несколько лет, наверное, с 2015 года, еще в прошлом созыве говорили о том, что у нас в первую очередь непорядок, конечно, с нормативами потребления. И вот переход на прямые договоры – это один из путей, чтобы уйти от нормативов потребления и поставить на прямые расчеты между ресурсоснабжающей организацией и жителями, и перейти по оплате именно по приборам учета. Наталья, Понятно, спасибо. вы как оцениваете переход на прямые договоры? Ну, я вообще практик. И проводим досудебное урегулирование спора, если споры уже возникают. Возникли же споры? Возникли с В двух словах, коротенько, примеры. Ресурсные организации воспользовались прямыми договорами, опять же, в свою пользу. Что они делают? Они оставили договора между собой, ресурсными организациями и управляющими компаниями на коммунальную услугу, на содержание общедомового имущества. И не предоставляют управляющим компаниям арифметический расчет этих начислений. Вот один встречный вопрос к вам. Считаете ли вы, что положение монополиста сильно ухудшает общую ситуацию? Вот, ну, тот же самый Баш-РТС, да? Считаю. И они во многом начинают заниматься в одностороннем порядке, ну, практически превышением своих полномочий, либо произволом откровенно. Совершенно верно. Я считаю и могу это доказать. Я не слишком резко сказал? Нет, абсолютно не резко. Вместо того, чтобы заниматься четкими, конкретными разработками в рамках федерального законодательства, чтобы не было нарушений, они практически занимаются выбором той линии, которая выгодна монополисту. Мы о тарифе сейчас говорим? Мы сейчас говорим о расчетах, Тарифа. о незаконных расчетах. Вот смотрите, имея тариф, имея даже тот же норматив, не затрагивая все, принимаем к вниманию, что нас это все устраивает. Они меняют формулы, подменяют формулы. Они даже, как я сейчас привела пример, заполняют журналы без показаний индивидуального потребления, не используют расчет по среднему, по Наталья, нормативу. спасибо. Вот очень логично переходим как раз вот к вам, да, к вашему функционалу. Насколько вот верно все то, что говорит Наталья? Эта работа, конечно же, проводится совместно с нашими коллегами. Да, и как вы все это проверяете? Да? Вся эта проверка проводится каким образом? В отношении управляющих компаний, они у нас на сегодняшний день лицензиаты. В рамках лицензионного контроля мы их проверяем. То есть в Кодекс об административных правонарушениях внесены, в части нарушения лицензионных требований, третья часть добавлена, это грубые нарушения. То есть определен перечень грубых нарушений. В начислении платы, но в частности, до перехода на прямые договора, скажем так, управляющие компании на сегодняшний день, часть управляющих компаний набрали долги перед ресурсоснабжающими организациями. Два и более месяца. В силу множества обстоятельств. Вот тоже, допустим, Баш-РТС, да?
приходят вот с такой кипой обоснований своих затрат и расчетов в тарифный комитет. Какие-то проверки обоснованности этих затрат проводятся? Насколько они обоснованы? Потому что, как я понимаю, просто как гражданин, что монополист закладывает туда все расходы на содержание аппарата, транспортные расходы, аренда помещений, вся сеть, которая очень изношена. Да? Я правильно понимаю? Ну и свои Вот доходы, в давайте с конце кого концов. начнем, Павел Ильич? Ну, немножко не так. Вот А как? здесь чуть-чуть не так. У нас есть как бы два тарифа. Тариф для населения и тариф для промышленных предприятий. То есть перекрестное субсидирование. Мы с промышленности собираем больше себестоимости, а с населения собираем, условно я говорю, меньше себестоимости. Когда рассчитывается себестоимость, да, туда входят все вот эти показатели, но только те, которые определены законодательством. То есть если там Федеральным есть законом база, да, федеральным, если есть там, допустим, какая-то база отдыха там, или дом отдыха, или какой-то там магазин, то этот магазин не факт, что он войдет в затраты. Поэтому говорить о том, что вот они здесь очень слишком балуются, неправильно. Другой вопрос. То есть какие-то все-таки рамки у них есть? Да? Рамки есть. Но если мы берем сегодня содержание сетей, которые изношены процент где-то вот у нас, по республике, я недавно только смотрел, примерно 65% износ водопроводных сетей, 60% тепловых сетей. Это не самый плохой показатель. Это вполне там достойный для республики. Чтобы этот показатель улучшить, нужно обязательно вводить не только амортизационную составляющую, как бы на то, чтобы... Еще вот инвестиционную, да? Да, еще инвестиционная составляющая. Так вот, инвестиционная составляющая, она строго регулируется, и эта инвестиционная составляющая просто так туда не заложишь. Вот ресурсник доводит тепло, скажем, да, до конкретного многоквартирного дома. Какой температуры будут батареи на условном 9-м этаже этого дома? Кто за это несет ответственность? Ресурсник или управляющая компания? Ну, давайте я отвечу. Давайте. На сегодняшний день ресурсоснабжающая организация доводит до границы балансовой принадлежности ту температуру, которая установлена, допустим, графиком, температурным графиком. Хорошо. А управляющая организация, которая отвечает за внутренние сети, за промывку этих сетей и обеспечивает температуру не батареи, а температуру помещения. То есть температура батареи может быть 40 градусов, а температура в помещении должна быть не ниже 20 градусов. То есть это вопрос ответственности управляющей Это компании? В угловых 18. В угловых 22. 22, 22. 22. Потому что наш житель думает как? Если я плачу напрямую по договору тому же Баш-РТС, соответственно, он Баш-РТС и несет ответственность. Вот я как собственник не должен знать ресурсоснабжающую организацию. Я знаю управляющую организацию. Если у меня в квартире холодно, я обращаюсь не в Баш-РТС, условно говорю, а управляющая компания. Они уже должны разбираться между собой, кто виноват. Или это батареи не промыты, или это теплоноситель до зоны балансовой принадлежности дошел не той температуры, которая должна быть по графику подачи теплоносителя. У меня вообще есть что добавить, и я открою очень серьезную такую тайну, которую, Заинтриговали прямо. да, которую хранит как управляющая компания, так и ресурсная организация от собственников и жилых, и нежилых помещений. Мы внимательно Заключается слушаем. она в том, что на границе балансовой ответственности стоит общедомовой прибор учета отопления и горячей воды. Вы не представляете, он фиксирует суточные показания поступления теплоносителя по центральному отоплению и по центральной подаче горячей воды. Мы там видим температурный режим, с которым поступает тепловая энергия в дом. И эти документы носят прям ДСП. Это военная тайна для собственников жилых и нежилых помещений. Почему? Почему так А происходит? там в связи с тем, что фиксируется, потом распечатывается на бумажный носитель вся вот эта тайна качества оказания услуги на границе балансовой ответственности, и что собственники могут предъявить за некачественный коммунальный ресурс претензию и снизить стоимость, приведу по горячей воде. Есть многоквартирные дома, у которых нет циркуляционных линий. И прибор учитывает, что там средний температурный режим подачи горячей воды на входе уже не составляет 60 градусов, а ниже порой 47 градусов, что позволит собственникам требовать от ресурсной организации начисления расчета цены по горячей воде по цене холодной воды.
Это как раз... Но получается, что здесь это старые заинтересованные дома. стороны Это в в старых сохранении домах. Не всегда в старых сохранении домах. данной тайны, прежде всего, как ресурсники, так и управляющие компании. Но сейчас, А наверное, потерпевшей управляющие стороной компании выступают сами заинтересованы будут? собственники жилых помещений. Да, правильно? потому что, как правильно сказал Павел Рюрикович, что... Но он не может, в принципе, что-то неправильно Ну, сказать. конечно, Да, это- конечно, конечно. Что управляющая компания выступает как щит законности за своих собственников жилых и нежилых помещений. Очень конкретный вопрос. К сожалению, проблема наша в том, что мы не знаем своих прав. Вот об этом Скажите, и- пожалуйста, имеют ли право собственники жилых помещений многоквартирного дома получать доступ и понимать показания общедомового счетчика? Вообще у нас есть очень важные два постановления. 416 и 491 А одним словом нельзя ответить, да или нет? Да. Да. Имеют право. Имеет право. Вот И давайте- управляющие компании, и ресурсные Не организации. имеет права не пускать их, да? Или Не держать- имеет права. Не имеет права. Управляющие Но у нас компании, закрыты все подвалы. управляющие компании и ресурсные организации обязаны в течение суток предоставить эту И ведомость. открыть подвалы. Спасибо, а мы вернемся к разговору через несколько минут. С прошлого года собственники жилья могут рассчитываться с поставщиками воды, тепла, газа и электричества напрямую, минуя посредников. Казалось бы, вот оно счастье, но тарифы все равно растут, а качество оказанных услуг жильцам падает. Если сравнивать удельный вес потребителя и поставщика-монополиста при разрешении каких-то споров, то очевидно, что явное преимущество будет на стороне поставщика. Например, Баш-РТС. Получается, что они диктуют правила игры практически в одностороннем порядке. Мы попытались выяснить, из чего складываются цифры в нашей квитанции. Смотрим сюжет. Как и было запланировано, с 1 июля текущего года тарифы на жилищно-коммунальные услуги поднялись. В Башкирии эти цифры начинаются с минимальных значений, утвержденных правительством. А именно, рост составил в среднем 2%. Но если учесть, что это уже второй этап индексации за год, то в итоге набежало прилично. В абсолютных цифрах больше всего подорожал тариф на водоотведение. За год прибавились 81 копейка. На втором месте по суммам отопление подорожало на 77 копеек за гигакалорию. Тариф на холодную воду вырос на 68 копеек. И на 16 копеек подорожала электроэнергия. Почему именно так растут цены на ресурсы и из чего именно складывается стоимость, в открытых источниках такой информации нет. Вот некоторые из разъяснений, которые можно услышать. Я как представитель ресурсоснабжающей организации могу сказать следующее, что туда входят затраты на энергоносители, связанные с производством тепловой энергии и горячей воды. Также туда входит стоимость оказанных выполняемых ремонтов и реализация инвестпрограммы. Еще много других затрат, по которым более подробно, и, как я говорила ранее, в компетенции Госкомитета они могут предоставить полный ответ. У нас фактически получается, в тарифном регулировании участвует ресурсоснабжающая организация. А у них в цену входит производство тепла и транспортировка. Если взять, допустим, город Уфу, где есть ТЭЦ, где есть комбинированное производство электроэнергии и тепла, а тепло уже тогда в данном случае вторично, то тогда стоимость 1 гигакалории ниже. Если в котельной, допустим, любого города Октябрьского нет производства электроэнергии, то есть нет турбин, а просто газ подается для нагрева горячей воды, то тарифы там, естественно, выше. Почему? И все граждане задают, почему так? И мы снова в студии программы «Честно говоря». Так кому выгодны прямые договоры? Почему хотели как лучше, а получается, к сожалению, как всегда? Павел Ильич. Я не согласен, что получается как всегда. Я все-таки надеюсь, что получится лучше. Вы оптимист? И все-таки нет, я не оптимист. Вы реалист? Просто начиная с 95-го года занимаюсь жилищно-коммунальным хозяйством, и справедливости ради все равно какие-то подвижки здесь есть. Да. Если Объективно бы говоря, не есть, наша конечно, да. эта инфляция, эти санкции, все остальное, я думаю, что было бы гораздо спокойнее. Почему я думаю, что мы все-таки продвинемся вперед? Первое. Деньги будет получать та организация, которая предоставляет услуги. Напрямую, да. Напрямую. Вопрос еще, у меня есть такая хрустальная мечта, все-таки, мы сегодня по жилищным услугам авансируем управляющую организацию. Независимо от того,
чистит она подъезд, убирает она снег, подметает она двор. Какая у него форма собственности? Да, Вы мы имеете в виду автоматом графой платим за содержания, жилищные да? услуги, вот эти вот там 15-20 рублей с квадратного метра. С графой за То есть содержание. они у нас очень хорошо вот в этом плане устроились. Да. Там, где Хрустальная я сегодня мечта в служу. чем? Хрустальная мечта в том, чтобы управляющая организация получала деньги только за проведенную работу. По факту. Побелили подъезд, подмели, получили по факту. Ну, я считаю, что прямые договора, во-первых, они подстегнули всех собственников Ну, вообще, это жилых. благая идея. Это очень хорошая идея. Это Почему тоже- так криво все получается? В А этом потому вопрос. что все продолжают искать даже в этих прямых договорах какую-то лазейки, кривизну. Все Но в чем заключается хитрость управляющей компании? Смотрите, по какому пути хотят пойти они. Так, мы отдали ресурс. Все, мы больше ничем не должны заниматься. Не должны контролировать индивидуальный объем этих ресурсов. Все, и качество мы тоже не должны контролировать, потому что это все ресурс полностью на плечах ресурсных организаций, это их работа. И здесь они абсолютно не правы. Вот все-таки, как вы считаете, переход на прямые поставки – это правильный шаг? На мой взгляд, это однозначный плюс. Почему? Потому что за электроэнергию, за газ мы уже давным-давно перешли на прямые договора. В этой части уже вопроса не возникает. То есть вопрос только в контроле? Вопрос. Как общественном контроле, так и государственном. Дело не только в контроле. Дело в том, что когда у нас многоквартирный дом, там есть управляющая компания, там есть жители, там есть ресурсоснабжающая организация. Когда два юридических лица не могут найти общий язык, заложником остается житель. Простой потребитель остается. То есть потребитель остается. Вот для того, чтобы не всегда житель оставался крайним, управляющая компания и ресурсоснабжающая организация должны собраться за круглым столом и найти общий язык. Спасибо, а мы вернемся к разговору через несколько минут. Если на тарифы у жителей нет возможности влиять и остается надеяться на защиту антимонопольной службы, то это не значит, что сэкономить на ЖКХ нельзя. Обычно гражданская активность и сознательность помогает некоторым серьезно сократить свои затраты. Правовая грамотность потребителя оставляет пока желать много лучшего. Большинство или не знает о нарушении своих прав, или не в курсе, к кому обратиться с претензией, или просто не верит в возможность найти справедливость. Но отдельные успешные примеры поиска правды в ЖКХ есть, и с каждым годом их все больше. Смотрим сюжет. Выводить на чистую воду недобросовестных жилищников для Натальи Дерягиной стало своеобразным хобби. Знания черпает из интернета, каждый день пишет письма в различные инстанции и аккуратно потом эту переписку подшивает. В ее архиве уже не один том. Одно из последних разоблачений – управляющая компания присвоила 500 000 рублей, переплаченных жильцами за отопление. Суд доводы Натальи признал и обязал жилищников вернуть деньги. Сейчас они у нас воруют эти деньги из статьи содержания. То есть нашу статью содержания, на которую мы по тарифу откладываем деньги на ремонт, на все, как говорится, содержание нашего дома, чтобы нам жить в комфортных условиях. Они оттуда эти средства вынимают и возвращает нам же этими средствами. Наш дом лишили наших же собранных средств. С переходом на прямые договоры таких проблем больше не возникнет, обещают ресурсники. Было принято решение правительством о том, что в отопительный период 2019-2020 года оплата будет происходить по фактическому потреблению. В народе это называют 1/8. Все эти нововведения не коснутся уфимца Сергея Николаевича Шиховцева. 12 лет назад он каким-то чудом отвоевал свое право платить за отопление своей однушки на улице Кирова по индивидуальному счетчику. Это сколько? Получается, с 28 сентября, октябрь, ноябрь, декабрь, за 3 месяца вы все вместе заплатили 1652 рубля. Правильно. В итоге Сергей Николаевич платит за отопление 3700 рублей в год. В то время как соседи-пенсионеры тратят только в месяц на отопление по общедомовому счетчику 1500 рублей. Не считал, но офигенные выгоды получается. Потому что я не расходую зря тепло на форточку.
Разница по деньгам почти в 5 раз. Правда, раз в 4 года нужно заплатить за поверку счетчика тепла. Это почти 5000 рублей. Но в итоге все равно выгода колоссальная, говорит пенсионер. Надо отметить, что ресурсники по всей стране не очень жалуют таких принципиальных жильцов и судятся с ними. Но год назад Конституционный суд закрепил право владельца любой квартиры иметь индивидуальный счетчик тепла. Если у других счетчиков нет квартирных, это их проблема. Значит, если, так сказать, я поставил, это мне идет. Вот и все. И мы возвращаемся в студию для того, чтобы подвести итоги сегодняшнего разговора. Уважаемые гости, да, резюмируя наш сегодняшний разговор, вот у нас такая появилась традиционная фраза, да, в нашей программе, честно говоря, есть свет в конце тоннеля? Понимаешь, Руслан, самое основное, мне кажется, вот я уже эту фразу несколько раз говорил, до тех пор, пока наши ресурсники, управляющие компании, не поймут, что это они работают для нас, а не мы для них, вот, ну, не будет другого, и мы будем постоянно этим заниматься. А они могут понять это только в том случае, если мы все сплотимся, если высшее руководство республики, страны, города будет также заниматься и будет помогать нам, как собственникам. Наталья. Ну, я хочу сказать, просвет в конце тоннеля, да? Я однозначно уверена, он есть. Самое главное, вы даже не поверите, я его видела своими глазами. Не пугайте нас. Конечно. Что вы имеете в виду? Вы знаете, когда мы занимаемся организацией вот этих комиссий совместных по обследованию многоквартирного дома, в Уфе у меня была практика, мы приглашали Баш-РТС, когда они открывали все тайны перед нами. Я не скрою, конечно, я провела эту пилотную работу на своем конкретном доме, где я сама Добровольно открывали или А как вы знаете, сделать на собственном доме? Это было все добровольно, это, знаете, было прям чуть ли не праздник. Это было очень всем интересно. Все потом были очень довольны, каждый День с собой. открытых дверей? День открытых дверей, да. Ну а что Конечно, делать, если конечно. в доме нет активных людей? Вот в моем доме есть, конечно, главный по дому, но очень часто очень все пассивные. Алсу самой И- поднять знамя и идти на эти баррикады. Что еще остается? Ну, я Своим, знаю, не своим остается личным знаете, примером. времени на личную жизнь. Динар. Однозначно есть, потому что в пределах одного города есть управляющие компании, которые в пример можно ставить. Да, это То есть так, это так, заходишь в дома, там все цветы, как говорится, цветут, все окрашено, все просто изумительном состоянии. Какая там графа за Подвалы в содержание? идеальном состоянии. Графа за содержание, конечно же, соответствующая. Не 7 рублей, не 13 рублей. Оно до 30. Какая честная, кстати, вот до какая 30. честная стоимость графы за содержание? Но никто не скажет об этом. Она разная везде. Она разная, но в среднем по стране графа за содержание выше, чем у нас в республике. В среднем по стране, я просто слежу за этими вещами, порядка 26-30 рублей с квадратного метра. Понятно. Спасибо вам за честный разговор. До свидания. Слушай, ну вот в ходе подготовки сегодняшнего выпуска я для себя четко понял, да, что только активная гражданская позиция наших людей может хоть как-то сдвинуть эту проблему с мертвой точки. Руслан, а ты сам пробовал собрать своих соседей, решить вместе какой-нибудь Нет, я общий понимаю, к чему ты вопрос ведешь. важный? Да, на самом деле это практически невыполнимая задача. Очень сложно, да, Ты очень понимаешь, сложно. один в поле не воин. Для того, чтобы решить проблему многоквартирного дома, нужно, чтобы учитывалось мнение всех жильцов. Слушай, ну это же не значит, что этим не нужно заниматься, да. Есть общественный, есть гражданский контроль, но есть же еще масса контролирующих государственных структур. Надо просто заставлять их работать как положено. Твои бы слова, да богу вошь. Ну, надо заниматься этим. Как говорится, недаром в слове ЖКХ есть буква Ж и буква Х. Перманентные реформы нашего многострадального коммунального хозяйства не прекращаются последние лет 30. И все конца и края ей не видно. Потому что темнота и бардак – лучший друг не только молодежи, но и ловкачей и прохиндеев. Если перефразировать вождя мировой революции, то жилищно-коммунальные услуги – это прежде всего учет и контроль. И пока по завету дедушки Ленина мы все вместе, именно все вместе, не займемся учетом и контролем, мутная вода ЖКХ так и не станет прозрачной. Смотрите нас на канале БСТ. До свидания и берегите себя и своих близких.